теории, что у нас будет рассказать? Давайте. А як ми звідки? Наша поездка в Украину – это встреча с политиками, депутатами и, конечно же, с средствами массовой информации. То есть мы ищем поддержку, это говоря, нам, чеченцам. И почему мы проводим этот съезд? Дело в том, что мы сегодня, наше общество находится в кризисе, из которого мы сегодня пытаемся выйти. Кризис, конечно же, мы будем в первую очередь обвинять Россию. Российские спецслужбы провели огромную работу, чтобы разделить наше общество. И вот мы, коротко говоря, собираемся собрать это общество в единый кулак, чтобы потом уже выступить и дойти до деоккупации нашей родной земли и уже быть хозяевами своей родной земли. Когда мы провели встречи в МИДе, и в Верховной Раде, мы встречались с разными людьми, политиками, и обсуждали, как я говорю, о поддержке со стороны Украины. Мы это чувствуем, мы видим эту поддержку, и Украина открыта для нас, что нас радует, и за что мы благодарим Украину. И вот мы говорили об этом кризисе, о котором я говорили о проблемах нашего общества и своих планов, чего мы хотим добиться, наших целей. То есть деоккупация, потом уже другие процессы. И, в общем, мы видели от них поддержку, и эти люди готовы с нами вместе работать. Они говорят это открыто, и, соответственно, мы тоже открыто и будем совместно проводить эти мероприятия и другие мероприятия. Все события, которые сегодня происходят вокруг, события в Украине, в мире, это и есть как раз-таки наш шанс. То есть, чтобы встать рядом с украинцами, чтобы дойти до победы Украины над русскими террористами, что мы сегодня делаем. У нас есть несколько батальонов, которые воюют против русских оккупантов. И вот совместными усилиями дойти до этой победы. И, конечно же, мы, соответственно, как сейчас я говорю, работаем с нашим обществом, чеченским обществом, чтобы в один прекрасный день выступить. Мы готовы выступить сегодня. Сегодня Россия не настолько сильна, как раньше. Сегодня Россия слаба. И мы призываем другие народы, чтобы последовали нашему шагу, чтобы выступили за свою независимость, за свою свободу. Посмотрите события в России, вот эта могилизация, где на войну, которая им вообще абсолютно не нужна, война здесь русская, украинская, отправляют бурятов, там, скажем, башкиры, татары, дагестанцы, чеченцы, ингуши. Им для этих народов это не нужно, это не их война. И мы как раз таки работаем и в этом направлении, в информационном направлении, объясняя людям, что не надо туда лезть, это не ваша война, это интересы Путина, это его личный интерес, личная его амбиция. Вот работаем во всех этих направлениях, призываем этих людей, чтобы они встали рядом с Украиной. Наоборот, не с Россией, а с Украиной. Потому что Украина сегодня ведет священную войну на своей родной земле. Да, у нас есть общение с нашими братьями. Это батальон, это чеченцы, которые воюют еще с 2014 года, еще с самого начала. Есть также погибшие здесь, убитые, погибшие. Вот. И мы всячески, вот наша община, чеченская община, всячески стараемся помочь им во всем. Будь это униформа, или же бронежилеты, и так далее, и так далее. Вот. И я знаю их настроение, знаю их цели. Вот. Они борются за нашу свободу, за свободу Украины, за свободу Ичкерии и будут бороться до конца, до победы Украины. А дальше уже, как я говорил, мы вместе уже выступим за свою родную землю в деоккупации нашей родной земли. Объединить усилия по деоккупации республики. Да, это в наших интересах, в наших общих интересах сегодня. И сегодня мы имеем контакты с разными странами, скажем, балтийские страны,
там нас поддерживают, там готовы оказать помощь. То есть мы видим понимание всей ситуации. Ситуации в Украине, ситуации у нас в Ичкерии. Вот. И, конечно же, мы сейчас добиваемся того, чтобы эти страны последовали примеру Украины. Это признание, как вы сказали, геноцида чеченского народа, а также оккупации Чеченской республики Ичкерия. И, конечно же, наша цель, чтобы Украина признала независимость Чеченской республики Ичкерия официально, вот как чеченское государство. Вот таких результатов мы добиваемся и от других стран.